Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. По традиции, в начале выпуска расскажем о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. С начала августа в одни руки выдают не более 20 литров бензина. Государство предпринимает все необходимые меры для нормализации ситуации. Минсельхоз Абхазии совместно с госстандартами и карантинной службой проверила качество ввозимой сельхозпродукции, в том числе бахчевых культур. Ситуация в Очимчире меняется в лучшую сторону. В разгар сезона свободное место в местных отелях найти сложно, а едут сюда из самых разных регионов России. В Абхазии сохраняются очереди на заправках. С начала августа в одни руки выдают не более 20 литров бензина. Государство предпринимает все необходимые меры для нормализации сохраняющейся непростой ситуации в топливной отрасли. Ведется ежедневный мониторинг. Тему продолжит Милана Агрба. С начала месяца в республике наблюдаются длинные очереди на автозаправочных станциях. На одного человека отпускают не более 20 литров бензина. Аналогичная ситуация сложилась в Краснодарском крае и еще в 12 регионах России. Многие водители надеются, что в ближайшее время ситуация с поставками топлива стабилизируется, а местным властям удастся решить проблему. Некоторые автомобилисты отмечают, что на одних заправках очередь продвигается быстрее, чем на других. Ну что, подъехал только что, минут 10 стою, а так, я не знаю. В данный момент это никому не устраивает, за бензином стоим в очереди. Это никому не нравится, конечно. А что делать? Время такое, наверное. За это никого не можем ругать, ничего не сказать. Вот здесь движется более-менее. С другой стороны города там вообще большая-большая очередь, и там постоянно пробки и полиция. По мере поступления новых партий топлива и насыщения внутреннего рынка планомерно будет расширяться перечень автозаправочных станций, на которых оно реализуется. Актуальная информация о наличии бензина, очередях и ситуации на заправках в Абхазии водители делятся в чате взаимопомощи. Взаимопомощь на дорогах Абхазии, в мессенджере и Телеграм. По сравнению с тем, что я видела в Инстаграме, в других соцсетях, те очередя, которые ранее показывали, это было очень пугающе. А здесь я простояла минут 30, 25-30. И вот две машины у меня буквально остались. Ну, просто, видимо, повезло, не знаю, мне. Я надеюсь, что улучшится ситуация с топливом, и люди выдохнут. В августе традиционно растет потребление автомобильного топлива. Власти Абхазии принимают все меры для нормализации непростой ситуации с топливом. Дефицит обусловлен сезонным ростом спроса из-за пика туристического сезона и притока автотуристов, а также логистическими сложностями с поставками из России. Задержки в поставках стали одной из ключевых причин перебоев. Милана Агрба, Ахрамич, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Бадыр Гунба провел совещание по ситуации с обеспечением топливом республики. В совещании приняли участие премьер-министр Владимир Дылба, вице-премьер Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба, который рассказал о текущей ситуации с топливом. Уважаемый Бадыр Зурабович, уважаемый Владимир Валерьевич, на текущий момент ситуация в топливной отрасли продолжает сохраняться непростой. К сожалению, каждый день происходят обстоятельства, которые не зависящие от нас, которые так или иначе влияют на запланированные отгрузки топлива, которое законтрактовано, оплачено в Российской Федерации. И это существенно, конечно, приводит к сбоям в логистике, в поставке и в нормальном обеспечении работы всех заправочных станций. Вместе с тем, по вашему поручению, с прошлой недели уже от поступающих объемов, тех небольших объемов партий, которые поступают в республику, началось перераспределение с целью расширения охвата работающих заправочных станций. Заработали заправочные станции в Гале, в Очимчирском районе, в Тхорчалском районе. Со вчерашнего дня заработали несколько частных заправочных станций в столице Республики Абхазия, в городе Сухум. Понимаем, что пока сохраняются длинные очередя, это приносит очень много дискомфорта и неудобства для нашего населения.
по вашему поручению прорабатываем все возможные инструменты для того, чтобы отрабатывать и эти вопросы. Но по имеющимся на текущий момент остаткам в Республике Абхазия по бензинам, это свыше 1500 тонн 92 и 95 бензина. На текущий момент традиционно для августа месяца пиковое потребление, связанное и с туристическим сезоном, и с увеличением количества наших предприятий, работающих. Это, конечно, создает нагрузку на топливную отрасль в целом. Вместе с тем, как ранее отмечено, партии в Республику Абхазия небольшими объемами отгружаются, и завтра, послезавтра ожидается поступление еще партии бензинов. Все это нам позволяет в текущих условиях стараться обеспечивать внутренний рынок необходимым ресурсом, с учетом, конечно, ограничений, с учетом тех сложностей. Работу продолжаем. Уважаемый Бадр Зуравович, на самом деле ситуация достаточно непростая, но по вашему поручению правительством и уполномоченными органами принимаются меры по стабилизации ситуации. Дело в том, что приоритетным по-прежнему остается обеспечение жизненно важных объектов горюче-смазочными материалами. На самом деле небольшими партиями ежедневно или через день поступают в республику по мере возможностей. И здесь подключены все действующие органы, которые в этой цепочке связаны, включая и Абхазскую железную дорогу, Министерство энергетики, все целиком правительство. Очень надеемся, что ситуация будет меняться, но в настоящее время те обстоятельства, которые являются внешними, они вот создают такие предпосылки, что обеспечение горюче-смазочным материалом, в данном случае бензином, оно сегодня нестабильно для нужд Республики Абхазия. Сегодня, как министр только что доложил, есть информация, что через день поступит еще одна партия, превышающая больше 1000 тонн, и последующий график, который согласован уже с поставщиками, очень надеемся, что будет выдержан. Очень на это рассчитываем. Ежедневно ведутся переговоры с российской стороной, с поставщиками, с уполномоченными федеральными органами власти, поэтому работа ни на минуту не останавливается. Глава государства отметил, что сложившаяся ситуация вызвана независящими от республики обстоятельствами, добавив, что руководство страны предпринимает все меры для нормализации ситуации. Бадр Агунбов поблагодарил граждан Абхазии за понимание. При этом президент отметил, что попытки политизировать ситуацию обречены на провал, поскольку население понимает реальные причины происходящего. Глава государства также поручил на весь период до полной стабилизации ситуации в приоритетном порядке обеспечивать горюче-смазочными материалами службы безопасности, правопорядка, медицинские учреждения, а также социальные и коммунальные службы. Владимир Валерьевич, надо будет обеспечить работу всех служб и подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность государства. Это обязательно, обеспечить топливом службы правоохранительные, службы безопасности, социальные службы, коммунальные службы, скорую помощь и ключевые объекты жизнедеятельности государства. К сожалению, обстоятельства, происходящие на топливном рынке, это обстоятельства, которые от нас, по сути, не зависят. Мы знаем, с чем это сталкивается. И, кстати говоря, наша общественность и граждане нашей страны знают, по каким причинам это происходит. И я благодарю, что с пониманием относятся к тому, что происходит, но при всем при этом мы не сидим сложа руки, не являемся, как некоторые утверждают, статистами в этой ситуации. Мы предпринимаем меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Благодарен нашим российским коллегам. Все то, что сегодня попадает на территорию Абхазии, как раз-таки при содействии администрации президента Российской Федерации. Вы знаете, что я и взаимодействую с Сергеем Владимировичем Кириенко, знаю по линии ведомств, правительств. Эти взаимодействия дают
определенный результат, если даже с перебоем, там, с небольшими партиями, но при этом топливо в Абхазию доставляется. Конечно же, это все пришлось на пиковый период, на летний курортный период, когда расходы топлива суточные увеличивается больше, чем в 2 раза. Но при всем при этом мы делаем все, чтобы топливо в стране было. Помимо того, что мы получаем из Российской Федерации, мы предпринимаем меры, направленные на доставку топлива по другим направлениям из других стран мира, в том числе и через морское сообщение, ведем переговоры с нашими коллегами, но учитывая ситуацию в акватории Черного моря, не все поставщики готовы доставлять это топливо в связи с известными нам причинами. Поэтому есть сложности с логистикой, но при всем при этом работа не останавливается, и мы обязательно сделаем так, чтобы топливом наше население было обеспечено. Да, это вызывает дискомфорт нахождения на заправочных станциях. Бывает, что эти очереди растягиваются и на часы, но, к сожалению, еще раз повторюсь, что это обстоятельства, которые не зависят от властей. Все топливо, что приходит на территорию Республики Абхазия, уходит на нужды населения и на нужды специальных служб для сохранения жизнедеятельности республики. При всем при этом я бы хотел отметить, что несмотря на сохранение дефицита топлива, компании не поднимают цены на топливо. Я бы хотел сказать слова благодарности нашим российским коллегам, которые приняли решение отпускать топливо по приемлемой цене, которая практически сохраняет свой ценовой диапазон до кризисного периода. К тем неудобствам, которые сложились на заправочных станциях, никакой критики, конечно, не выдерживает попытка на данной теме получить некие дивиденды политического отклика, общественного отклика, что якобы в Абхазии создаются искусственно очереди. Но это действительно безответственные заявления. Вы наблюдаете, и общество наше наблюдает то, что происходит сегодня, в соседнем Сочи, когда протяженность очередей на топливных станциях в 2 раза больше, чем на территории Республики Абхазия. Поэтому не нужно здесь искать некую конспирологию. К сожалению, еще раз повторю, это проблемы объективного характера, которые мы обязательно, спокойно, достойно пройдем. Бадр Гунба поручил усилить работу по повышению качества медицинских услуг. Здравоохранение является одним из приоритетных направлений деятельности руководства республики. Об этом заявил на встрече с министром здравоохранения президент Абхазии Бадр Гунба. Уважаемый Стамур Кабеевич, мы наблюдаем за тем, что происходит в здравоохранении, потому что это приоритетное направление, касающееся жизни и здоровья граждан нашей страны. И необходимо усилить свои действия, предпринять серьезные шаги по качественной работе и предоставлению медицинских услуг. Мы с вами говорили о том, что подходы и те решения, которые существуют, нужно, конечно же, менять. Это касается и доступности обеспечения лекарственными препаратами людей, попадающих в медицинские учреждения. Знаю, что это ранее этот вопрос был решен в инфекционной больнице, которую вы возглавляли. Надеюсь, что вы сможете масштабировать и чтобы все наши учреждения медицинские имели такую возможность предоставить качественные услуги медицинского характера. Далее нам необходимо разработать программы, которые направлены также на обеспечение жизни и здоровья граждан нашей страны. Мы с вами отмечали и говорили о том, что необходимо внедрение новых подходов, в том числе разработки программы ИКО на
территории Абхазии. Мы ежегодно направляем десятки миллионов на финансирование и лечение наших граждан за пределами. Уверен в том, что сохранение всех норм и требований, такую работу и такие услуги мы могли бы организовать на территории Абхазии. Даю вам поручение разработать программу, предложить реализацию этого проекта на территории Абхазии. Попросил вас усилить работу и контроль за реализацией проекта строительства детской больницы. Есть вопросы, которые должны проходить под вашим личным контролем, учитывая значимость и важность этого объекта. И прошу все необходимые условия предусмотреть в тесном взаимодействии с управлением по капитальному строительству, реализовать этот очень важный, значимый проект. Министр здравоохранения Абхазии Астамур Гуния доложил президенту о результатах рабочей поездки в Москву. В ходе визита обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, реализация совместных проектов, в том числе строительство детской больницы, а также вопросы гармонизации законодательства двух стран. Состоялась встреча с министром здравоохранения Мурашко Михаилом Альбертовичем. Обсудили вопросы взаимного сотрудничества, обсудили совместные проекты, в том числе проект строительства детской больницы, проекты гармонизации законодательства двух стран. Посещали практически все ведущие медучреждения Москвы. Мы также обсудили вопросы лечения наших граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии в лечебных учреждениях Российской Федерации. Это по ОМС, по полису ОМС обязательного медицинского страхования, которое получают у нас наши граждане. По этому полису был подписан договор дополнительный в марте месяце, это что гласило по госпитализацию по загранпаспорту. Этот договор ратифицируется, у нас находится на последней стадии ратификации, в том числе и в Российской Федерации, также на последней стадии. И после ратификации этого договора все граждане, которые обладают этим полисом, будут лечиться во всех лечебных учреждениях Российской Федерации, в первую очередь в лечебных учреждениях Краснодарского края, ну и в случае надобности за пределами Краснодарского края бесплатно по полису ОМС. Нам командировали докторов из Российской Федерации, узкопрофильных 18 докторов. Первым этапом это было вот в июле месяце, они отработали. Уже вот вторая группа приехала, и вторая группа находится на местах в лечебных учреждениях. Планируется еще третий приезд в сентябре месяце специалистов. В период топливного кризиса в Абхазии медицинские учреждения обеспечены необходимыми горюче-смазочными материалами. Об этом на встрече с президентом Абхазии Бадре Гунба доложил министр здравоохранения Астамур Гуния. Бадре Зурабович, в силу последних событий, в силу кризиса в топливной сфере, по вашему поручению было промониторено состояние, материально-техническое состояние лечебных учреждений, в том числе дизель-генераторов, запаса горюче-смазочных материалов. На сегодняшний день все они работают в штатном режиме, дефицита не наблюдается, по крайней мере, в лечебных учреждениях. В случае внештатных ситуаций, отключений света на долгое время, дизель-генераторы и запас горюче-смазочных материалов достаточный. Также у нас беспроблемно функционирует служба скорой помощи, кареты скорой помощи оснащены ГСМ. В ближайшее время в Абхазии начнут проводить ряд операций, для которых ранее граждан направляли на лечение за пределы республики. Об этом на встрече с президентом Абхазии Бадре Гунба сообщил министр здравоохранения Астамур Гуния. Заказано много оборудования для наших лечебных учреждений, для тех заболеваний, которые раньше оказывали помощь по тем заболеваниям только за пределами Абхазии. После получения этого оборудования, возможно, мы уже будем оказывать в полном объеме на территории Абхазии, на территории наших лечебных учреждений.
Это касается лор-операций. Впоследствии это будет касаться нейрохирургических операций и травматологических операций. Астамур Гуния проинформировал президента о деятельности Республиканского сосудистого центра. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, Бадра Зурабович, Сергея Владимировича Кириенко, за проект Республиканского сосудистого центра, где на сегодняшний день уже произведено более 500 операций. Это просто сухие слова, как будто бы, но на самом деле это 500 спасенных жизней на сегодняшний день. Планируется также, как бы мы не стоим на месте, развиваемся, возможно, объем операций, виды операций. Это не только как бы установки стентов, но будем расширять, насколько это возможно. И думаю, нам это удастся. В том числе недавно была произведена новая операция по вживлению водителей ритма. Это впервые было в Абхазии сделано. Действительно, географический центр, сосудистый центр, созданный на базе республиканской больницы, продемонстрировал свою эффективность. Вы совершенно правильно отметили, 500 спасенных жизней. Это как раз-таки показатель того, насколько современные медицинские услуги могут работать как раз-таки на демографическую составляющую. Это один из важных и составляющих факторов. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия» присвоено Льву Амичба. Стаж работы Амичба в строительной отрасли превышает 40 лет. Большую часть из них он проработал в Абхазии. За все эти годы под его руководством в республике было построено большое количество объектов, промышленных предприятий, жилых домов, гостиниц. Лев Амичба – участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Для руководства Республики Абхазия и Министерства иностранных дел приоритетным направлением внешнеполитической деятельности является продвижение международного признания Абхазии как независимого государства, а также признание документов, выдаваемых государственными органами Республики Абхазия. В соответствии с внешнеполитическим курсом, определяемым президентом Республики Абхазия, Министерство иностранных дел последовательно и на постоянной основе проводит работу, направленную на расширение международных контактов Абхазии, укрепление ее внешнеполитических позиций и преодоление международной изоляции, сформированной вследствие политики Грузии. В продвижении ее внешнеполитических интересов необходимую поддержку Республики Абхазия оказывает Российская Федерация. МИД Абхазии внимательно следит за развитием ситуации вокруг инициативы группы депутатов парламента Турецкой Республики, выступивших с предложением о признании абхазских паспортов и открытии морского сообщения с Абхазией. Расцениваем появление подобных обсуждений как объективный процесс, продиктованный осознанием реальных потребностей людей, оказавшихся в сложных условиях. Это результат настойчивой и системной деятельности по реализации комплекса мер, направленных на деизоляцию Республики Абхазия со стороны руководства нашей страны, Министерства иностранных дел, представителей гражданского общества, полномочного представительства Республики Абхазия в Турции, Федерации абхазских культурных центров в Турции, Федерации кавказских ассоциаций и многих неравнодушных членов абхазской диаспоры в разных странах мира. Минсельхоз Абхазии совместно с госстандартами и карантинной службой проверила качество ввозимой сельхозпродукции, в том числе бахчевых культур. Плановые мероприятия проходят не только на КПП ПСО, но и по всей территории республики. На месте работала наша съемочная группа, репортаж Лауры Капш. Таможенный и фитосанитарный контроль на пункте пропуска ПСО – это начальный этап для всех коммерческих грузов, включая овощи, фрукты и бахчевые, пересекающих границу. Во время досмотра проверяются сопроводительные документы, проводится визуальный осмотр, а при необходимости лабораторные или карантинные исследования для оценки безопасности продукции. Исследования проводятся в карантинной фитосанитарной экспресс-лаборатории, которая выдает результаты в течение 10-15 минут. В период активного созревания урожая нагрузка на пункт пропуска
увеличивается, что приводит к ужесточению требований к оформлению партий и соблюдению правил ввоза. На пункте круглосуточно дежурят пограничники, таможенники, инспекторы карантинного контроля. Утром Министерство сельского хозяйства выехало на границу, чтобы зафиксировать работу служб и проверить сельскохозяйственную продукцию, ввозимую на территорию Абхазии. Это плановая работа, проводимая Министерством сельского хозяйства, госстандартом и карантинной службой, отметил заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. Стоит отметить, что такие проверки проводятся не только на КПП ПСО, но и по всей Абхазии. Проверяем завоз на территорию Республики Абхазия сельхозпродуктов, в том числе и бахчевых, это арбузы, дыни. Параллельно, проводится работа и по нашим местным производителям. Министерства сельского хозяйства, при нас есть лаборатория фитосанитарная, она выезжает на поля, где выращивают ту или иную сельхозкультуру, проверяет. С учетом того, что у нас середина сезона, большой поток туристов, и есть необходимость завозить в том числе и сельхозпродукции на наши рынки. И с учетом этого сегодняшняя наша, это плановая проверка, она проводится, наши структурные, профильные, так скажем, направления, они занимаются этим каждый день. В основном у нас карантинных организмов не обнаруживается. Вот это главная наша задача. Как я сказал, что у нас есть свой список перечня, и мы по этому списку и рассматриваем. Главная задача Государственной инспекции Республики Абхазия по карантинным растениям – это визуальный осмотр сельхозпродукции, в том числе бахчевые культуры, отбор образцов в лабораторию. Помимо этого мы выполняем и плановые частично мероприятия, помимо контрольно-пропускных пунктов, то есть импортной продукции. У нас есть планы работы внутри Абхазии, мы по перечню тоже своих продукций рассматриваем ограниченно распространенный или неограниченно распространенный по Абхазии. Не именно только лишь сельхозпродукции и все подкарантинные материалы по Абхазии. Если карантинная служба в основном проверяет растительную продукцию на наличие карантинных объектов, то проверку бахчевых, арбузов и дынь на безопасность и содержание нитратов проводит Госстандарт Абхазии, специалисты которого также круглосуточно находятся на пункте пропуска ПСО. Государственная служба Госстандарт контролирует ввозимую продукцию. Мы ввозимую продукцию конкретно, если говорить сейчас бахчевых, овощной продукции, машина приезжает, мы ее досматриваем на соответствие, качество, маркировки и так далее. Все это после тщательного досмотра машина располагает уже правом к въезду на республику, после чего мы соответствующими документами даем право въехать на республику. Мы досматриваем машину не только визуально, у нас идет досмотр соответствующим оборудованием. Непосредственно овощная у нас продукция смотрится нитротомером, еще дополнительным оборудованием при необходимости. И в соответствии уже с положительными нормами мы допускаем ее к праву на въезд в республику. На момент съемок на границу не заехала ни одна машина с арбузами, ни в последующие несколько дней. Это говорит о том, что объемы собственного производства увеличились. В период массового созревания урожая абхазские производители способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми культурами. К примеру, Оксана Саманба продает арбузы, выращенные ее братом. На сегодняшний день здесь представлены 4 сорта. Реализацию урожая начали всего 6 дней назад, а продали уже более 6 тонн. Местные жители и не только знают, что эти арбузы экологически чистые, поэтому спрос на них большой. По словам Оксаны Саманба, всего за полдня им удалось продать около тонны арбузов. Цена зависит от сорта. Килограмм желтого арбуза стоит 100 рублей, а розового – 80 рублей. Из-за затяжной весны начало массового сбора урожая сдвинулось, однако к августу арбузы достигли полной спелости. Активный сбор идет в Ачамчирском, Гулрыбском и других районах. Местные производители активно обеспечивают внутренний рынок, предлагая сладкие и спелые плоды. Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение.
Абхазии начался прием заявок на льготное кредитование инвестпроектов, сообщает Минэкономики Абхазии. Отбор проводится в рамках государственной программы социально-экономического развития республики на 26-2030 годы. Подать заявку можно до 15 сентября текущего года. Перечень документов и форма заявления опубликованы на официальном сайте Министерства экономики. Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам участия в отборе можно обращаться в Минэкономики по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 21, третий этаж, кабинет 311, телефон 228 81 47. Еще недавно в Очамчиру ездили в основном за тихим и уединенным отдыхом. Сегодня ситуация изменилась. В разгар сезона свободное место в местных отелях найти сложно, и едут сюда из самых разных регионов России. Чем именно этот город привлекает все больше туристов, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Самый разгар лета, и на очамчирских пляжах принимают солнечные ванны десятки туристов. Они поделились с нами впечатлениями об отдыхе в этом городе. Мы приехали в Очамчиру впервые. Впечатление хорошее. Здесь чисто, тепло, уютно. Очень вкусная еда. Вот про питание прям вообще 5 с плюсом. Большой плюс то, что море рядом. Тоже большой плюс. Бассейн для детей. Анимация есть, программы развлекательные. Персонал очень вежливый. Вообще народ абхазцы здесь вежливые, добрые. Мне тоже все понравилось. Питание, все вообще классно. 20 лет в Афоне отдыхали, сейчас 3-й год уже в Очамчире. У меня и дочь здесь меньше болеет. Город, конечно, он маленький, но хороший, такой уютный, хороший городок. Утреннее солнце только начинает прогревать галечно-песчаный берег, а на пляже Очамчира уже кипит жизнь. Еще несколько лет назад эти места выбирали лишь ценители уединенного отдыха. Но сегодня картина кардинально изменилась. С каждым сезоном число туристов здесь растет. Людей привлекает уникальное сочетание, редкий для больших курортов простор и развивающийся сервис. Прекрасное место. Абхазия, говорят, страна души. Действительно, с душой здесь находишься, с хорошими впечатлениями, много эмоций, положительных моментов. Очень понравилось. Мы первый раз здесь и еще раз обязательно приедем. Вы из какого города? Мы из Воронежа. Море хорошее. Спасибо, что вот есть хороший город вот такой. Еда отличная, кухня отличная, вода вообще супер. Главный индикатор туристического бума – отели. Попасть сегодня в один из самых популярных гостиничных комплексов побережья, Черноморскую жемчужину, задача не из легких. Объект посещения загружен на 100%. Трехразовое питание. Соответственно, шведская линия. Все гости очень довольны и уезжают с хорошими впечатлениями. В данный момент у нас стоит отдохнуть в нашем отеле от 8 тысяч рублей. Это с трехразовым питанием, с бассейнами, с пляжем. Это на двоих за номер. Это за сутки получается? За сутки. Прямо на территории функционирует оздоровительный центр. Здесь можно пройти терапевтические процедуры и проконсультироваться с врачами. А в аптеке при гостинице продаются не только необходимые медикаменты, но и детское питание для самых маленьких гостей. У нас в медцентре приезжают как гости, туристы могут обслуживаться, так могут обслуживаться и гости с периметра, то есть это наши местные жители. В особенности, когда у нас наступает спад туристов, мы разрабатываем различные программы, социальные программы, социального направления для наших уважаемых группы учителей. У нас в прошлом году были. В этом году мы планируем, мы заключили контракты с ветеранами войны. То есть сейчас с социальной сферой заключаем договора. Это прежде всего очень хорошо для местного населения. Они могут у себя, так сказать, дома сделать оздоровительные какие-то процедуры. У нас широкий спектр программ именно по опорно-двигательному аппарату, по дыхательной системе. У нас есть уникальный термальный источник кремниевый, который очень хорошо сопрягается в программах оздоровления опорно-двигательного аппарата. Также мы проводим лечение деток, оздоровительные программы, курсы для того, чтобы поднять иммунитет, чтобы в зимний период детки не болели. То есть
это и постоперационные реабилитационные программы. К услугам отдыхающих и бассейны. Один из них с кремниевой водой из термального источника. Правда, перед его посещением консультация специалиста обязательна. Каждые 3 раза в день ходим по 20 минут. Каждый день не пропускаем. Приехали 1 августа. Нам здесь очень нравится. Мы все дальше и дальше уходим от Пицунда, от Гагры. Последний раз были Рыбозаводская, потом Мюссера. И решили приехать сюда. И нам очень все понравилось. Конечно, мы еще приедем. Здесь и обслуживание. В общем, хороший уровень. Безопасность на воде в приоритете. На пляже дежурит спасательная служба. По словам специалистов, происшествий не зафиксировано. Береговая линия находится под строгим и постоянным контролем. Сегодня на Очимчирском побережье проводят отпуск туристы со всей России. От Москвы до Калининграда. Есть и те, кто приехал сменить обстановку даже с соседней Красной Поляны. Очень тут уютно, замечательно. Кормят прекрасно, здоровая еда, полезная, вкусная. Это просто уа! А люди тоже очень приятные, то есть преимущественно семьи с детьми, то есть комфортно. Вот мы с подругой здесь, и нам тут очень хорошо было. Вы сам с какого города? Красная Поляна. Сочетание развивающегося сервиса, чистого моря и гостеприимства делает свое дело. И судя по числу гостей в Очимчире, этот сезон станет лишь стартовой точкой для нового этапа в развитии туризма. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Гагарское отделение энергосбыта РУП Черноморэнерго информирует жителей и абонентов Гагарского района о необходимости полного погашения имеющейся задолженности за потребленную электроэнергию. В срок до 20 августа потребителям, имеющим задолженность, необходимо обратиться в Гагарскую районную электросеть по адресу Сухумское шоссе, 2 переулок, дом 11 для проведения сверки расчетов и внесения оплаты. В случае неявки абонентов или неуплаты задолженности в указанный срок подача электроэнергии будет прекращена. Хибла Гризмава посетила Центр здоровья и красоты при пансионате Литфонд. Главврач центра Астанда Барганджи пригласила народную артистку России и Абхазии. Центр многопрофильный. Здесь можно пройти диагностику, получить консультацию специалиста, пройти курс лечения или реабилитации, воспользоваться косметологическими или СПА-услугами. Центр красоты и здоровья оборудован кабинетом МРТ, КТ, маммографии, УЗИ, рентгена, оборудованием для гастроскопии и некоторых хирургических методов лечения. Также центр представляет процедуры физиотерапии, электро- и ударно-волновой терапии, криотерапию и внутривенную инфузионную терапию. 8-этажный медицинский центр был открыт в текущем году при поддержке концерна «Росэнергоатом». Конечно, тем людям, нашим местным людям, которым действительно очень сложно иногда поехать в Сочи, сделать даже МРТ. Это прекрасно, что у вас есть и КТ, можно сделать и МРТ, и разные очень сложные анализы, которые нужно было делать вот за пределами Абхазии. Это замечательно, что наши люди могут прийти и сделать то, что им нужно. И наши люди, отдыхающие, которые приезжают. И я счастлива, что Росатом вместе с Юберленовичем сделали вот такой центр. И это, конечно, великое меценатство. Поэтому мне только радоваться приходится. Поэтому я с удовольствием приехала. Я буду знать, что здесь такой центр есть, и все наши друзья, которые приезжают, а все поехали в Абхазию, чтобы вы знали. Все приезжают сюда отдыхать, поэтому это прекрасно, что есть возможность и отдохнуть, и здоровье подтянуть, и если вдруг, не дай бог, что-то случилось, всегда можно приехать к вам, и здесь есть все. 95 лет исполнилось со дня рождения выдающегося ученого, первого доктора биологических наук из абхазов, академика, вице-президента Академии наук Абхазии, директора Института ботаники Гиви Айба. В 1959 году Гиви Григорьевич становится очным аспирантом всемирно известного Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени академика Вавилова. После окончания аспирантуры блестяще защищает
кандидатскую диссертацию и возвращается в родную Абхазию. Свою научную деятельность начинает на Сухумской опытной станции субтропических культур Всесоюзного института растениеводства в должности научного сотрудника. В 1964 году Гиви Айба назначили директором Сухумского ботанического сада, где он проработал до конца своей жизни. Гиви Григорьевич – автор более 100 научных работ, монографий, статей, сообщений. Его именем названа улица, на которой он жил. Вывешена мемориальная доска на здании института, которым он руководил более 40 лет. В администрации Сухума комиссия под председательством замглавы Автандила Сурманидзе подвела итоги конкурса «Чистый город», проведенного в столице по распоряжению главы Тимура Агрба. Подробности в материале пресс-службы столицы. В администрации Сухума подвели итоги конкурса «Чистый город», проведенного в столице по распоряжению главы Тимура Агрба. Председатель конкурсной комиссии Автандил Сурманидзе отметил активное участие горожан в благоустройстве придомовых территорий. комиссия лахушок зиги хавалы хбеяша хакалай кваша айбзина ша бупсыкал ламысли шазней зрымпехин хо я хаит шашта kana хцкерохни лаги а машина кахтадыргулома бия инду кошрцалома ишна ишдза ипсана Барта Паша Артазов, Ичагала, Пашейтар Хазов, Ирацханатия, Пашейтар Хазов, здесь Бидар Хабуяхы, Акалакер, Высуесы, Кшне, Тупер, Псот, Дрыцку, Ярцока, Хакалакер, Инхо Хавайжла, Анхавстра, Вахавара, Дженупо, Бидар Харазин, Ступ, Сфрар, Дуб, и Табу, Бидуб, Занкарас, Парстахуба, акция конкурса Хамаси Хазхала Зархузи Зиги. В течение 10 дней члены комиссии побывали во дворах многоэтажных домов, детских садов, во дворах ведомственного жилищного фонда и благоустроенных территориях предприятий. Комиссией осмотрены более 100 объектов, в том числе объекты торговли, а также дополнительные дворы, не подавшие официальной заявки, но принявшие участие в благоустройстве города. Председатель Сухумского городского собрания поблагодарил горожан за участие в конкурсе. Сухум – это особый город, город со своей большой историей, со своим духом. И в первую очередь его особенным делают это люди, которые в нем живут. На мой взгляд, именно симбиоз активных людей, которые любят свой город, приводят в порядок свои дворовые территории и органов местной власти, именно такой симбиоз и дает результат и сделает наш город по-настоящему чистым и потрясающим. С каждым годом количество людей, задействованных в данном конкурсе, растет. Это очень приятно. Было приятно ходить по дворовым территориям, смотреть, как люди своим трудом стараются приводить дворовые территории в порядок. И за это им большое спасибо. Победителя объявила замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина. Здесь много было критерий наличия и состояние детских малых форм, и парковка, и гаражи. То есть жители действительно постарались. Наличие табличек на подъездах, наличие номерных знаков дома. То есть, знаете, заходишь, это очень приятный и хороший двор. Лучшим сухумским двориком 2026 объявлен двор частного жилого дома по адресу улица Академика Мара, 26. Лучший двор, благоустроенный при активном участии жителей, дворовая территория многоквартирных домов по адресу улицы Иналыпа 3, Джонуа 4, Лакоба 103. Лучший двор ведомственного жилищного фонда, дворовая территория многоквартирного дома по адресу улица Воронова, 11. Лучшим детсадовским двором признан двор детского сада Гунда по улице Картозия, 7. Самая благоустроенная территория предприятия – двор Сухумского пивоваренного завода. Церемонию награждения победителей конкурса «Чистый город» проведут в сентябре. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 11 августа, в Абхазии ожидается облачная, но жаркая погода. Временами возможны осадки, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов.
На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.